Депутат парламента от Очимчирского района, председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резу Зантари отвечает на вопросы предпринимателей Очимчиры. В зале собрались производители сельхоз и морепродуктов, представители туротрасли. Главная тема встречи – развитие экономики и местного рынка. Большое или маленькое государство, у нас есть свой рынок. Сложился свой небольшой рынок, который мы должны заполнить за счет наших внутренних, своих трудовых ресурсов. Для этого все, что нужно законодательно, я хочу услышать от вас, что вам не хватает, с чем вы сталкиваетесь. Это первый вопрос. И второе, наверное, если есть какие-либо административные препоны уже в существующем законодательстве, тоже бы хотелось бы услышать, что вам тяжело достается, лицензию добыть или что-либо другие действия. Тоже подскажите, туда тоже попробуем вмешаться и попробовать там сделать равные права. Со сложностями сталкиваются как начинающие, так и уже состоявшиеся предприниматели. В Очимчирском районе много молодых людей, которые работают на земле, и они нуждаются в поддержке, например, такой как беспрепятственная реализация своего товара или закуп семян. Если такая возможность, скажем, государства, у района, ну, скорее всего, у района как-то помочь району, чтобы создать какой-то фонд семян, вот необходимых вот этих семян, чтобы вот эти сельчане хотя бы там подряд, ну, до сезона, чтобы им это выдавалось, ну, в рассрочку подряд. Семена, если район смог бы им выдать под роспись там, ну, по концу сезона, в конце концов, сезон всего там 2-3 месяца длится, по окончании сезона у них была возможность, потому что основные затраты, это помимо агротехники, это семена. Там порядка 70 до 100 тысяч только на семена уходит, чтобы на одном гектаре, ну, вырастет хорошие качественные бахчевые культуры. Вот в этом вопросе, как если сможете, это не только нашего числа, это уже, я думаю, многие... Сколько людей в следующем году планируют выращивать? Это нужно опросить через глав. План. Какой план они планируют в следующем году? Кто готов реализовывать себя именно с точки зрения выращивания сельхозкультур? Кто готов и в каком объеме? Вот это нужна абсолютно точная, максимально точная информация. После этого мы соберемся, главы и отдел вашего сельского хозяйства, определим, и я уже пойду в правительство и буду говорить, какой вид постановления может быть реализован для реализации этого проекта. Например, еще такой закон ввести, чтобы все эти объекты, особенно крупные, например, туристические, у нас много чего производится, и чай производится, и другие овощи, и фрукты, и изделия какие-то, чтобы они именно у местных предпринимателей брали, вот как-то законодательно это сделать, хотя бы с этого начать. В районе занимаются не только сельхозпродукцией, но и разведением мидии, а также создают сувениры, косметические кремы на натуральной основе и многое другое. К примеру, Беслан Квициния производит аджику, но для дальнейшего развития бизнеса ему необходим трансформатор. Да. خطونا كجيكا أنتي فيكي والله بيحتي صبحة خيجتي بيجي حمو بجيكا домашний جيكا ناس خيار كونيس تخوض هو ده عزا يحمو بجيكا بعروي أحتيت هذا تفيجوك عارفون بعد أن بيتزخها قالوا وسكي صبحة عزا Izbed žebaz bon. يحمو هاد بس فالمات لو في سوق يعني باهي سويد الله شاب نحو حرختها مطورة كي حصل حوش هذا بيت بس ما تبان حو ناس Zanatu si uzastu transformator gela šares hodoruča. Ora ula si uzastu zigi. Уеза на год смешно. В районе, как, впрочем, и во всей республике, существует проблема нехватки таких специалистов, как токарей, энергетиков, сантехников, инженеров. В эти нужные профессии почти не идут, отмечали на собрании. Но развитие экономической сферы без них невозможно. Нужно завлекать сюда людей, специалистов с интересом. Их мотивацию токаря, электрика, специалистов нужно поднимать. Этой профессии нужно придать интерес, чтобы она была интересной. Просто так нам нужен токарь, мы никого не позовем. Токарь – это серьезная профессия. Фрезеровщик – серьезная профессия. Энергетик – серьезная профессия. Им нужно создать достойную заработную плату, чтобы он жил достойно. И вот только это может их привлечь.
В рамках встречи, которая длилась более 2 часов, обсудили ряд других тем, касающихся экономического развития района и местного рынка. Следующее подобное мероприятие планируется провести к середине ноября. Гугуца Вардания, Анатолий Малани, Алексей Агухова, Абхазское телевидение.